8 Артем Акулов, 9 Тимур Павлов, 10 Алексей Татков, 11 номер Ярослав Гагарин, 13 Роман Ивенин, 14 номер Василий Сергучев, 15 Захар Урванцев, 17 Максим Земсков, 19 Владислав Шмидт, 23 Денис Андреев, 26 Владимир Мыреев, 37 Матвей Осипов, 55 номер Максим Харлампиев, 66 Данил Бабицын, 71 номер Леонид Веретельников, 77 Карлен Нахапетян, 88 Артем Развожаев, 97 номер Аман Кантакоров. Главный тренер Яков Сандаков и помогает ему Никита Дружинин. Ну и состав команды гостей: Амур, страж ворот, 77 номер Тимофей Пионков, 10 Александр Остроголовый, 12 Федор Макушенко, 19 Александр Кулаков, 20 Сергей Крюков, 22 Никита Федюнин, 25 Петр Просол, 28 Леонид Чергейко, 29 Тимофей Осипов, 30 Артем Изотов, 35 Владимир Дробязко, 44 Александр Худенев. Начинается у нас встреча, ну я докончу, да, состав. 57-й Михаил Кичуткин, 66-й Кирилл Павлюченко, 69-й Сергей Смирнов, 76-й. Опасный момент, смотрим. До взятия дела еще не дошло, но продолжается, тем не менее, атака гостей. Передача вдоль ворот не дошла до адресата. 78-й Федор Федоров, 79-й Семен Бутаров, 92-й Макар Анисимов, 95-й Михаил Савич и 97-й номер Матвей Осипов. Главный тренер команды Сергей Исаков. Я думаю, вы уже по телевизионной картинке, да, друзья, поняли то, что у нас хозяева льда играют в черных джерси, в черных шортах. Соответственно, Амур у нас выступает вот в традиционных таких оранжевых цветах. Атака правым флангом. Передача в центр. Кирилл Павлюченко контролирует шайбу, отдает ее за ворота. Пас в центр. Пятачок. Ворота защищают сегодня Евгений Слепченко у команды «Полярные волки» и Тимофей Пионков у команды «Амур». Обслуживают данную встречу судейская бригада в составе Дениса Чудинова и Евгения Калинина. Ну и для вас у микрофона работают Вася Сергеев и Леонид Саксонов. Так, смена у команд проходят. Команда «Амур» сейчас со своей зоны будет начинать атаку. Передача неточная. Да, вот шайбу в среднюю зону. Вновь Амур входит. Остроголовый сейчас ходил в зону, бросал. И на месте Евгений Слепченко. Ну туда. Бросок должным образом не получился, и Евгений без труда отвел угрозу. Выбрасывание остается за гостями. Бросок есть. Причем мощный. За воротами у нас идет борьба за шайбу. О, как здорово получилось. Федоров за воротами. Пытался в центр найти партнера. Так, шайба, да, вышла из зоны, будет вне игры. Данный матч у нас идет в зачет первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей до 17, 16, 15 лет и детей до 14, 13, 12 лет. Данный матч — это команды 2009 года рождения до 14 лет. Также в этой группе играет, кроме команды «Амур-2», Чита из города Читы, Союз из города Свободный, Сахалин из города Южный Сахалинск и Полярные волки из города Якутск. Ну, состав, конечно, серьезный. Как говорят, первенство Дальневосточного федерального округа. Представлены действительно большие команды, большие клубы. Дальний бросок и залетает шайба в ворота. Счет открыт. С общего плана, конечно, было достаточно трудно, да, определить. В итоге вот этого дальнего броска все-таки шайба залетела. И сейчас мы посмотрим на повторе. Да, попробуем разобраться. Но во всяком случае 1-0. Видим дальний бросок. Да, это прямой бросок Максима Земского. Он отличается. Да, Максим Земсков открывает счет в этой встрече.
1-0. Впереди хозяева льда. Бросаем в средней зоне. Так, это Владимир Дробязко был. И тут же Сейчас, ответная да, атака. был бросок защитника Никиты Федюнина от синей линии. Да, мы сейчас будем сами еще разбираться в составах данных команд. Лепченко надежен. Вообще отрадно то, что вот такие соревнования проводятся, да, вот это не кубковый турнир, который, да, вот проводят на протяжении 2-3 дней, это действительно регулярное первенство. Вот тут опасный момент, бросок и блокирует, кажется, защитник. Да, Развожаев хорошо сыграл сейчас. Сблокировал бросок. Дальняя передача. Нахапетян с шайбой. Боролся за шайбу, но шайба игроков сейчас Амура. Федюнин за воротами. Пересменка идет у команды Амур. Дальняя передача под красную. Здесь удаления никого не будет. Дробязко, шайба за воротами. Пас в центр. И не получился здесь бросок у Юрка Амура. Ну и завладели шайбой гости. Ну вот эти соревнования продлятся, да, вот не 2-3 дня, далеко не так. Атака правым флангом тем временем. Ну и вот хоккеисты играют дома на выезде, то есть это такие масштабные статусные соревнования для юношей, для детей. И у нас параллельно также, вот Якут сегодня принимает два статусных таких турнира. Если же в волейболе у нас идет вот дальневосточное первенство по хоккею, то параллельно тут буквально рядом на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского у нас идет встречи юношеской футбольной лиги. То есть Якутск сегодня стал эпицентром, да, детско-юношеского спорта на Дальнем Востоке. Перехваты сейчас можно опасно организовать атаку, контратаку. Против двоих сразу тут Аман Кантагоров боролся. Да, первая тройка: Кантагоров, Акулов. И вместе с ними выходил Данил Исхаков. Так, хоккеисты Амура с шайбой в своей зоне. Передача дальше. Входит в зону Феодор Федоров. Сейчас ищет партнера. Исхаков здесь поборется, да, шайбу выводит. В своей зоне гости. Ну и все встречают. Да, здесь опасный момент был, но хоккеисты Полярных Волков угрозу отвели от своих ворот. Бабицын за воротами шайбой. Грикельников в касание возвращает шайбу Бабицыну. Тимофей Осипов за воротами. Ну, пожалуй, самый рослый, да, вот игрок в этой встрече. Если не самый, то в числе лидеров по этому показателю. Однозначно бросок дальний. Мимо штанги пролетает шайба. И тут что, в итоге залетает, не залетает игровой снаряд. Да, судья, по-моему, фиксирует взятие ворот. Счет 1-1. Как-то вот сумятица непонятно было. Как шайба залетела, вроде бы бросок был мимо ворот. От бортика, да, отскочила шайба и на добивании, скажем так. Игрок Амура тут разобрался. Давайте смотреть. Бутаров бросает. Интересно, думаю. Ну и игрок, да, на самом-то деле, вот игрок якутян-то был тоже возле вратаря. Как-то
Друг друга недопоняли. Ну, шайбу засчитали на счет Семена Бутарова. Счет у нас сейчас 1-1. 6:42 сыграно после первого периода. Вновь хоккеисты Амура шайбы. Бросок. Клюшкой в сторону отвел игровой снаряд Евгений Слепченко. Вновь И Дробязко бросок. бросает, да. Ну и свою атаку нужно предлагать сейчас. Смесков. Дальше передача на Осипова. Искал впереди он. Потеря. За воротами Федюнин. Передача на правый фланг. Вновь Федюнин. Сейчас пытался на Дробязко шайбу переправить. Не получилось. Хоккеисты, наверное, Волков в атаке. Вот здесь отлично сыграл Шмидт. Бросает Харлампиев, но шайба до ворот не доходит. Осипов. Да, не получился бросок у него. Дробязко с шайбой. Передача в центр. Не попадает по шайбе Петр Просов. И опасно. Опасный момент. Да, это гол. Отличное исполнение. Реализация. Макар Анисимов принимает поздравления. Посмотрим, как шайба неудачно отскочила. С неудобной руки. От штанги. Так, счет у нас 1-2. Выходит вперед команда гостей. Очередная атака Амура. Просол за воротами шайбой. Включает защитника Кирилла Павлюченко. Он теряет шайбу. Ивенин по борту. Тут не удалось за нее зацепиться. Вновь хоккеисты Амура шайбой. И Евгений Слепченко накрывает шайбу ко льду. Сбрасывание будет в его зоне. Ну и вбрасывание в зоне Якутян. Роман Кантагоров. Против него Сергей Крюков. Кантагоров выигрывает вбрасывание и сейчас по борту шайба отправляется. И сейчас хоккеист Амура контролирует игровой снаряд. Попытка атаковать левым флангом. У нас яростно Федор Федоров вел борьбу. За воротами шайба. Искаков шайбой. Куда не торопится. За ворота решил сыграть. Скобякин шайбу теряет. Хоккеисты Амура вновь в атаке. Федоров. Мимо ворот. Неудачная попытка бросить издали. Тем не менее, продолжается атака. Нет уже шайбы у якутян. И сейчас попробовать надо выбраться из своей зоны. Но нет, не дают команда гостей. Еще, тем не менее, смотрите, какая атака. Печуткин атаковал ворота. Федоров отборолся, но тем не менее шайбу потерял. И сейчас Кантагоров шайбой. Тащит ее в зону хоккеистов Амура. Обыгрывает Аман. одного. Так, чуть-чуть здесь не хватило свободного льда ему. пытался И дотянуться. встречная атака хоккеистов Амура. Передача в центр. Доходит на край. И 3-1 в пользу Амура. Это у нас Семен Бутаров. Да. Да, дубль оформляет.
Смотрите, как разворачиваются у нас события в Якутске. Хозяева льда счет открыли. И Амур уже тут же отыгрался. Ну и опять штанга играет не за якутян. Ну, посмотрим, как отреагирует на это команда Якова Сандакова. Реакция должна быть. Вот Бутаров вновь. Попытка бросить издали. Мимо ворот. Сейчас передача назад на защитника. Бросок. На месте Евгений Слепченко. Выбрасывание будет в зоне поля от волков. Выигрывает выбрасывание Савич. Савич, Дробязко и Анисимов. Такая тройка у Амура. Я так понимаю, Осипов с Федюниным защитники. У Полярных полков Осипов, Харлампиев, Земсков. Ух ты, опасный момент. Слепченко отлично сыграл. Это такая вот досадная потеря. И Дробязко практически, да, тут был совершенно один, но в ворота не попал. Осипов выбрасывает шайбу из зоны. Передача вперед, Дробязко разворачивается. Входит в зону здесь. Шайба пока в углу. Передача в центр. Да, здесь защитник подключался, но передача неудобная была в коньки. Матвей Осипов. Дальше на Дробязко. Дробязко вырывается по левому флангу, делает передачу. В центр, да, бросает. И Макар Анисимов. И на месте Евгений Слепченко. Да, в двух эпизодах к ряду, да, вот Евгений показывает, демонстрирует вратарское мастерство. Отходит угрозу от своих владений. Вбрасывание. Вновь выигрывает вбрасывание хоккеист Амура. Попытка бросить издали. Неудачно. 12 минут команды уже отыграли. Мы с вами пока остались свидетелями 4 взятий ворот. 3 из которых провели гости из Хабаровска. Изотов. Дальше. Солдат тут переводил на Павлюченко. Вновь передача. Павлюченко назад. Передача вновь. Ну и пас налево. Просолода была, здесь немножко не точно. Смирнов. Сам пошел, бросает и на месте Слепченко. Очередной просто аплодисментов получил страж ворот якутской команды. Еще одна вбрасывание сейчас будет в зоне якутской команды. Крюков, пас назад. Очередная попытка бросить с дальней дистанции. Вновь Слепченко вступает в игру. Захлебнулась атака хоккеистов из Хабаровска. Хабаровчане не спеша начинают атаку. Передача на фланг. Там Печуткин был. Так, Исхаков должен на шайбу вывести. Мне здесь навязывает ему борьбу.
Федоров, Исхаков. Каймонов тоже не смог шайбу вывести из зоны. Ну, тут пытался Каймонов вступить в борьбу. И сейчас, видимо, будет бросок. И шайба залетает. 4-й по счету гол хабаровской команды. Сейчас на повторе посмотрим. Да, бросал Тимофей Осипов, но вот Федоров подставил Леклюшку здесь. Да, было ли касание, но сейчас послушаем, на кого же все-таки запишут это взятие ворот. Тимофей Осипов. Костомуру шайба, Веретельников. Да, решил сам пойти. Падает. Нарушений правил не было. Ну, чуть больше 5 минут остается играть в первом периоде. Хоккеисты Амура, да, тут пытались зайти в зону. 3-3. Бросок на месте Слепченко. Да, перехват, и сейчас будет ответная атака Амура. Бросок есть, Слепченко вновь. Смирнов атаковал ворота с правого фланга. Так, счет 1-4. Напомню, хоккеисты Полярных Волков открыли счет. Так, ну дальше уже, получается, хоккеисты Амура счет сравняли и удвоили свое преимущество. Савич на сей раз не вышел победителем из этой мини-дуэли. Борьба у борта. Так, тут шайба вышла из зоны. Бродяска дальше. На Савича была передача. Осипов может поборется здесь. Тяжело, здесь трое. Налетели сразу. Что-либо придумать было, конечно, очень трудно. Анисимов, Савича получал обратно передачу. Анисимов, Осипов пойдет вперед. Да, входит в зону. Здесь его прижимает к борту Матвей Осипов. Ну и хоккеисты Амура в атаке. За воротами шайба. Да, положение вне игры фиксируется. Ну и 6 игроков полевых показывает Евгений Калинин. нарушение численного состава. Да, хоккейного клуба Амур. Так, ну это шанс для команды Полярные Волки. 5-4. И малый штраф пошел отбывать Леонид Чергейко. Кантагоров, Бабицын, Веретельников в нападении вышли. Смешанное звено для большинства. Ну и надо Кайманов постараться шайбой. реализовать. Дальше передача на Веретельникова. Разворачивается Отличная Веретельников. передача. Очень хороший момент. И Кантагоров опасно угрожал воротам. Пионков здесь выше всяческих похвал сыграл. Это атака команды Амура. Красол развернулся. Продолжает контролировать шайбу.
Да, вновь шайбы просол. Бросает. Бросает. Слепченко отбивает шайбу. Не удалось в этом эпизоде обработать шайбу Веретельникову. Смирнов. Андреев за воротами. Да, тут проигрывает Смирнову борьбу. Передача в центр. Здесь никого. У Амура была пересменка. Шайба вновь в зоне хоккейного «Полярные волки». Амур, да, сейчас в меньшинстве тянет время. Ну и атакует. А еще один опасный момент. Евгений Слепченко все здесь контролировал. Так. Тем временем в меньшинстве это играть. Амуру уже сколько там, 22 секунды осталось. Выбрасывание в зоне якутян. Крюков и Земсков. Земсков выигрывает сбрасывание. Так, контратака команды «Полярные волки». Бабицын. Нет, это Халампьев. Федоров. Дальше по борту просто выбрасывает шайбу из зоны. И Амур в полном составе. Да, в этом матче достаточно борьбы. Осипов очень хорошо здесь навязывает борьбу. Почти выиграл шайбу. Но здесь убежать не удалось ему. Земсков. Стартовала последняя минута. Остроголовый за своими воротами. Передача дальше на Бутарова. Тут Кичуткин при всем своем желании не мог успевать на эту шайбу. И в спокойном темпе гости пытались организовать свою атаку. Обеспечили себе преимущество в +3. Последние 15 секунд первого периода. Земсков шайбу успеет. Он сейчас бросит поворотом. Оставляет на Осипова. Ах, еще дальше оставление было сейчас. Мариева, да. Ну, вот. Все, бросить не успели. Заканчивается первый период. Напомню, что в составе Амура, начнем с того, что счет открыли якутяне, да, Максим Земсков. Счет в этой встрече открыл, но затем 4 шайбы забросили гости. Авторами взятий ворот у нас, взятие ворот провели Тимофей Осипов, Макар Анисимов и Семен Плутаров. На счету последнего дубль. Ну а сейчас, к вашему вниманию, хайлайт. Затем после перерыва мы приступим к просмотру второго периода.
Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Дворец детского творчества имени Авдеевой посещали многие, ведь у него богатая история. А в этом году учреждению дополнительного образования исполняется 85 лет. О том, как готовится дворец к пышному юбилею, мы узнаем у нашей гости Татьяны Ивановой, директора Дворца детского творчества. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, каков план мероприятий к этому большому событию вы подготовили? В этом году Дворцу детского творчества 85 лет. В далеком 1937 году, 24 ноября, открыл свои двери Якутский дом пионеров. В 1953 году возглавила его легендарная личность, человек, которого знали за пределами нашей республики, Фаина Иннокентьевна Авдеева. И это человек, который всю свою жизнь отдал делу воспитания подрастающего поколения, созданию и развитию детского движения, внешкольной работе и дополнительному образованию детей. И в этом году мы отмечаем наш юбилей, уже и готовились к нему на протяжении всего года. Провели более 30 мероприятий, в том числе это конкурсы рисунков, выставки декоративно-прикладного искусства, соревнования по шашкам, шахматам, по спортивному ориентированию. И в наших мероприятиях приняло участие уже более 4000 детей. И сегодня мы готовимся к Всероссийской научно-практической конференции «Авдеевские чтения». Конференция будет проходить при поддержке Управления образования окружной администрации города Якутска. Планируем провести 22-23 ноября. И также готовим к выпуску видеофильм о Дворце детского творчества. И на выходе буквально юбилейная книга. И завершится наш юбилейный год большим праздничным концертом 24 ноября. Ну что ж, будем ждать с нетерпением. Скажите, а вот в 1937 году был основан Дворец детского творчества. За все эти годы, сейчас на дворе 2022, как изменился дворец с точки зрения образовательного процесса? Появились ли новые кружки? Возможно, совершенно изменилась концепция преподавания? Значит, Дворец детского творчества работает по 6 направленностям. Вообще во дворце у нас работает более 100 кружков. И по 6 направленностям это техническая, художественная, естественно-научная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. Занимается во дворце ежегодно около 10 тысяч детей. И в этом году мы открыли новые кружки. Это медиажурналистика, ювелирное дело, визаж, академический рисунок. И хотим возродить кукольный театр. Также у нас вообще дополнительные программы реализуются для детей от 5 до 17 лет включительно. Поэтому огромной популярностью пользуются программы для дошкольников. Так, например, наша «Осьминожка» для детей 5-6 лет. И в этом году мы отмечаем маленькие такие мини-юбилеи нашего детского технопарка «Кванториум», музыкально-хореографического театра «Зазеркалье», тоже 5 лет отмечает, и легендарный образцовый коллектив «Этиген Хамус» отмечает 20 лет. Поэтому особой популярностью также пользуются и художественные кружки, и театральные, и технического плана. Дети могут записаться у нас в информационной системе «Навигатор». Многие уже знакомы, родители, с этой системой, потому что она уже 2 года у нас в республике реализуется, да? И все новые кружки, запись у нас открыта на нашем сайте официального Дворца детского творчества в телеграм-канале, где даны такие кликабельные ссылки, где могут зайти родители и прямо попасть непосредственно на ту программу, которая будет им интересна. Скажите, а сколько сейчас детей обучается во дворце? На сегодняшний момент у нас уже записалось 7 тысяч детей на все программы, которые сегодня реализуются. Да.
Кроме творчества и кружков, чем еще дети занимаются? Во Дворце детского творчества 3 года назад впервые была открыта начальная школа. Да, и сегодня у нас уже 6 классов комплектов, с 1 по 3 класс, занимается 141 ребенок. И, конечно, начальная школа, она при создании концепции, при разработке данной концепции мы особое внимание уделяли, вот как будут созданы условия для ребят. Да? Во-первых, это, конечно, то, что школа открыта на базе учреждения дополнительного образования, и все наши дети посещают кружки дополнительного образования. Огромное значение мы уделяем и внеурочной деятельности. Скажите, а работа во Дворце детского творчества проходит только с детьми, которые проживают на территории городского округа город Якутск, или есть более широкий охват? Значит, в 2020 году Дворец детского творчества принял участие в региональном в конкурсе по нацпроекту образования «Успех каждого ребенка» по созданию мобильного технопарка «Кванториум». И сегодня это такой передвижной комплекс с высокотехнологичным оборудованием, целью которого является познакомить детей из труднодоступных мест, да, сельской местности с новыми технологиями, с программами по техническому творчеству, естественно, научной направленности. Так, например, мобильный технопарк «Кванториум» уже побывал в 7 улусах. Мы ежегодно охватываем более 2000 детей. И также в 2020 году на базе дворца был открыт центр по профилактике дорожного травматизма, да, детского травматизма в Республике Саха-Якутия, и открыта лаборатория безопасности. Лаборатория безопасности – это тоже такой мобильный передвижной комплекс, оснащенный совсем оборудованием, да. Уже охвачено более 6500 детей. Мы побывали в 10 улусах. И вот буквально в сентябре, на прошлой неделе, наша лаборатория безопасности побывала в 4 улусах совместно с сотрудниками ГИБДД. Мы были в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Татинском, Тампонском улусе, где дети знакомятся с правилами дорожного движения непосредственно на практике. Скажите, а как в техническом плане изменилось здание дворца? Потому что ремонты проводились, как известно, неоднократно. Дворец детского творчества за последние 3 года активно принимает участие в проектах по поддержке местных инициатив, которые организует Министерство финансов Республики Саха-Якутия. И все 3 года мы выигрываем. Благодаря этому конкурсу первый год мы обновили кровлю, закупили световое оборудование для концертного зала. Второй год мы отремонтировали наше крыльцо, освещение внешнее. Может быть, вы заметили, как изменился дворец внешне. Это тоже благодаря программе ППМИ. Да? И в этом году у нас в плане ремонт входной зоны и фойе концертного зала. И концертный зал – это как раз к предстоящему большому юбилею, чтобы в праздничной красивой обстановке отметить большой концерт. Да, совершенно верно. Ну и давайте в завершении нашей с вами беседы, какими успехами детей можно поделиться уже сейчас? В этом году летом проходил международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». Он проходил в рамках 4-го международного конгресса «Музыка для всех». И наш оркестр народных инструментов, это образцовый коллектив Российской Федерации под руководством Белолюбской Людмилы Спартаковны, принимали участие и стали лауреатами 2-й степени. Мы очень гордимся этим результатом. И наши солисты, исполнители, ребята стали дипломантами. Это Гаврилева Мира по классу домбра и Новиков Иван по балалайке. То есть
совместно вот с ребятами из детской школы искусств параллельно вот наши воспитанники Дворца детства тоже принимают участие в таких серьезных музыкальных конкурсах. Также мы гордимся успехами наших шашистов, которые в этом году привезли тоже вот медали из международных турниров по шашкам. Так, первое место у нас заняла Сергеева Нарияна, тренер Павлов Иван Олегович в Болгарии по первенству мира по шашкам. И вот буквально на прошлой неделе наши воспитанники принимали участие в республиканских соревнованиях памяти президента Федерации шашек Александра Романова. И заняла наша воспитанница Тунара Федорова, мастер спорта, заняла первое место. Тренер тоже Павлов Иван Олегович. И мы гордимся нашими воспитанниками. Также у нас результаты есть замечательные и по кванториуму, по техническому творчеству, по реализации проектов. Так, во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» у нас победу одержала, стала призером Сергучева Кюняй, значит, руководитель Тимофеева Сардана Дмитриевна. И по 3D-моделированию на, значит, тоже всероссийском конкурсе победил Лобанов Егор, педагог Романов Роман Романович. И хочу сказать о том, что успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника. Это результат совместной деятельности. И вот каждая такая победа рождает желание идти вперед и покорять новые вершины. Это действительно отрадно слышать. Более того, я уверена, что воспитанники прошлых лет сейчас находятся в разных точках нашей необъятной страны и продолжают добиваться различных успехов. Я благодарю вас, Татьяна Ивановна, за то, что стали гостьей нашей студии. И очень хочется пожелать, чтобы предстоящий юбилей прошел как можно более красочно, ярко. Ну и, конечно же, новых достижений и побед Дворцу детского творчества. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи. Говорит и показывает Якутск. Телеканал Якутия-24 специально для вас, дорогие любители спорта. Продолжает прямую трансляцию матча первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею с шайбой среди детей до 14, 13 и 12 лет. На льду Ледового дворца Элли и Потур у нас продолжают оспаривать лавры первенства. Команды «Полярные волки», представляющие Якутск, и «Амур» из Хабаровска. Спортсмены уже вышли на лед, и сейчас встреча будет возобновлена по итогам первого периода со счетом 4-1. Впереди гости, которые сегодня выступают в оранжевых свитерах, черных шортах. Ну и, соответственно, у нас хозяева льда, «Полярные волки», играют в полностью черный джерси. Да, начался второй период. Кантагоров на Исхакова. Исхаков с шайбой. Пытался здесь с острого угла угрожать воротам.
Передача в центр на Акулова. Артем не дотянулся до шайбы. Бросок от синей линии. То Георгий Каймонов бросал поворотом. Полярные волки активно начали вторую 20-минутку. Вновь Каймонов. Бросает мимо ворот. Отскок тут неприятный, да, для хабаровчан был, но Акулов не успел здесь добить эту шайбу. Гагарин ошибается. Вот сейчас опасно. Опасный момент. Выход 1 на 1. Не попадает поворотом Петр Поросов. Видно, да, то, что полярные волки на второй тайм, на второй период вышли заряженными. Ну и Амур, конечно, предлагает тоже Ой, свои какая атаки. комбинация. Вот это красота. Михаил Савич завершает красивую комбинацию Кристофа Амура. Да, принимает поздравление 95-й номер хабаровской команды. Смотрим в замедленном действии. Ну, расчертили. Все очень точно и четко. И Савичу вот с этой позиции оставалось только отправить шайбу в пустые ворота. 5-1. Так, здесь у них опасная атака была у хабаровчан, но не удалось здесь принять шайбу Анисимову. Анисимов. Вновь Савич один совершенно бросает. Дробязко добавлял. Хорошо сыграл Евгений Слепченко. Ну, тут Веретельников здесь за воротами с Дробязко. Сергучев ему здесь помог. Но не удалось шайбу увести из зоны. Но Сергучев борется с Осиповым. Сергучев по борту дальше. контролирует шайбу гости. Уронцев, да, здесь прессингует Анисимова. Анисимов. Будет бросать. Мимо штанги пролетает шайба. Бабицын шайбой. Будет ходить в зону сам. Идет дальше. Жадежа делал передачу. Да, нарушение правил здесь не зафиксировано судьями. Так, неудачный здесь отскок. Передача на Матвея Осипова была. Да, не удается выйти из своей зоны якутянам. За воротами шайба. И хоккеисты около шайба. Передача на Осипова. Так, здесь тоже, да, не удалось уйти от защитника. Амур переходит в свою атаку. Бросок на месте. Евгений Слепченко отковал ворота. Федор Федоров. Отвел угрозу от своих ворот. Спрашивает, после команды будет сбрасывание в зоне волков. Евгений Анисимов на сбрасывании. Бросок мимо ворот. Вновь опасно. Бросает Слепцов Александр по воротам. Шайба в створ ворот. Не дошла до створа ворот. Так, здесь неудачная передача. Да, хоккеисты Полянского выбрасывают шайбу из зоны.
Ну, сейчас спокойно второй волной со своей зоны начнут организовывать атаку хоккеисты Амура. Передача налево. Очень хорошее движение демонстрирует Анисимов. До броска дело не доходит. Слепченко Евгений прижимает шайбу ко льду. Смена в составе якутской команды. Искака выводит шайбу из зоны. Дальше на Акулова ее пытался протолкнуть. Здесь, да, серия неточных передач. Хоккеист Амура входит в зону. Так, и за воротами сейчас шайба. Бросок, передача в центр, бросок. Ну, шайба за воротами, да, была передача в центр. Здесь ее перехватил Кантагоров. Вновь шайбу потерял. И опасно, закатывается, да, тут. да. Здорово все исполнил Леонид Чергейко. Вот так надо играть за воротами. Посмотрим повтор. Чергейко за воротами. И здесь совсем дали ему пройти в центр. И он бросает с неудобной руки и забивает. 6-1. Почти 6 минут отыграли команды во втором периоде. И гости продолжают наращивать преимущество в счете. Ну, а замена вратаря тем временем у якутян. Да, Вячеслав Бугаев меняет Евгения Слепченко. Осипов. Здесь Ветельников, как показалось, задерживал клюшкой, да, но удаление не последует. Получал свисток. Так, и смотрим тут. Да, Леонид Веретельников все-таки отправляется на 2 минуты. И 2 минуты в меньшинстве будут играть якутяне. Савич и Анисимов, Дробязко остаются. Кантагоров сбрасывание выигрывает. Каймонов дальше по борту. Анисимов. Ищет варианты продолжения атаки. Ну, на Федюнина она сыграет. Просит шайбу, да, так и есть. Вот, возвращает Анисимову шайбу. Ищет он варианты. Дробязко здесь подключил. Федюнин, бросок. Опасно, гол. Не видел броска, по-моему, Вячеслав Бугаев в данном моменте. Да, мне тоже так показалось, потому что дистанция была приличная. Никита Федюнин забрасывает 7-ю шайбу своей команды. Туда уже поздно реагировал, судя по всему, действительно Вячеслав бросок не видел. Один. И волки, сломя голову, пошли вперед. Шайба потеряна. Осипов хорошо отборолся.
Так, контратака команда Полярных Волков. Харлампиев. Жестко здесь столкнулся с Остроголовым. И тот дальше по борту. Павлов закрывает здесь зону. Набрасывает шайбу на ворота. Земсков на Осипова. Поборется здесь Матвей. И хорошо. Выигрывает, отборолся. да, борьбу. Передача, бросок. После рикошета мимо штанги. Тимур Павлов атаковал ворота. И ответ гостей. Передача назад и наброс в сторону ворот. Восемь с половиной минут команды отыграли. Бросок и на добивание попытка взять ворот провести. Ну, вот сейчас надо убегать. Земсков. Дальше передача на Владислава Шмидта. Да, чуть-чуть неточная. Земсков на шайбу подбирает. Букаров. Дробязко. Шайбу обработать не удалось. Кисты Полярных Волков здесь зацепились за нее. Муреев дальше. Харлампиев. Хорошо здесь контролирует шайбу. Оставляет на Земского. Муреев. Здесь за воротами никого из игроков Полярных Волков. Длинная передача, да, но она без адреса. Худенев уходит за ворота. Прессингует здесь его Капитян. Отбирает шайбу. Но тут же потеря и ответная атака Амура. Дробязко спокойно ходит в зону. Тащит ее за ворота. Скрытая передача, да. Как протащил, да? Вот, Семен Дробязко. Бутаров атаковал ворота. Изотов. Развернулся. Вновь хоккеист Амура с шайбой. Такая неудобная Да. длинная передача была сейчас. Просол бросает мимо ворот. Павлюченко дальше за ворота. Опять скрытая передача на пятачок. Бросал Павлюченко по воротам. И Еще вновь он бросок. бросает. Штанга. Да, серьезный такой натиск устроили хоккеисты из Хабаровска. Всеми силами отбиваются якутяне. Ну и сейчас 2 в 1 убегают Полярные Волки. Накопитян пытался сделать передачу на Владислава Шмидта. Не дошла шайба. Свои зоны начинают. Каймонов. Ошибка с Ошибка. передачей. Бросок Смирнова и Вячеслав Бугаев фиксирует шайбу. Сбрасывание сейчас последует в зоне Полярных Волков. Кантагоров вновь выигрывает сбрасывание. Каймонов дальше. Здесь Акулов не успевает побороться за шайбу защитником Амура.
Дробязко. Отлично тут ушел. Анисимов. Пас вывести в центр. Дробязко. Сейчас последует передача, наверное, обратно на Дробязко, но нет. Вот Анисимов ее контролирует. На передаче на Савича за воротами. И ох, какой момент. Лакроссом пытался забить эту шайбу Михаил Савич. Один из элементов, да, вот матча звезд. Если такие шайбы, да, конечно, залетают, то это красота. Порядка 13 минут команды отыграли. И не могут вылезти из своей зоны полярные волки. Вот сейчас может Тут же перехват. Саков на Акулова делал передачу. И вновь хоккеисты Амура входят в зону, бросили ее в угол. Каймонов вот вновь по борту. Здесь перекрываются хабаровские хоккеисты. Проброс в сторону ворот, и тут вроде коснулся, да, шайбы Сергей Крюков. Тимофей Осипов бросал. Вновь опасно, из-за ворот пытается выйти Федор Федоров. Пантагорову надо, да, вот найти Акулова впереди. Поддержать надо Акулова здесь. Ах, не получилось. Крюков дальше. Налево. Обратная передача. Ну, не точно. Тимофей Осипов тут ведет борьбу. С Андреевым. Андреев не уступает ему в борьбе, да, здесь не было ли толчка клюшкой. Ну, здесь ошибка. Бросает Крюков мимо ворот. Добивает. Пугаев. Момент за моментом создают у ворот Бугаева хоккеисты Амура. Передача. Здесь Акулову, да, неудобно было. Строголовый за воротами. Защитник подключился. Продолжается вот эта вот затяжная атака хоккеистов Амура. Перехватили шайбу. Сейчас здорово было бы. Здесь Бабицын отборолся, да, дальше на Уронцева. Уронцев. Что он здесь придумал? Здесь один, против него двое. Но Веретельников помог партнеру. Будет передача в центр на Бабицына. Напрашивалась, да, он ее сделал. Или нет? И вот здесь вот, да, небольшая стычка произошла. Бабицын. Строголовый жестко здесь против него. Да, нарастает напряжение. Да. Передача. Ну и вот смотрим. После этой ошибки опасный контрвыпад хоккеистов Амура. Анисимов бросает Савич мимо. В ближний верхний угол метил Савич. Веретельников поборолся, молодец. Уронцев разворачивается. Дах подключал здесь партнера. Земсков за ворота. Здесь Веретельников будет бороться за нее. И вновь шайбой завладели. Здесь Обращение. контратака, да, у хоккеистов хабаровской команды. Бросок. Анисимов атаковал ворота вновь. Борт закрывает. Веретельников здесь вновь помог. Да, надо было здесь за ворота все-таки уходить. Ну, тут вступается Да, и за здесь у нас своего вратаря. Потасовка. Тут вдвоем, да, на одного
набрасываются полярные волки. Но и сейчас судьям, конечно, надо работать. Ну, чувствовалось, да, как напряжение за минуту нарастало. Это вот периодически, да, жесткие стыки, махание клюшкой. Что? Выпустили партию, сейчас будем играть дальше. И, конечно, санкции. Евгений Калинин с Денисом Чудиновым обсуждают этот минувший эпизод. Давайте посмотрим повтор. Здесь Веретельников. Да, ну, потому что игрок Амура после фиксации Вратарем да. Шайба, да. Пытался угодить туда. Слепцов был. С ним сцепились и дальше уже. на пару разбить. Ну, такие других командных видов спорта, да? Защищать вратаря дело святое. Но в первую очередь касается, конечно же, хоккея. Судейские разбирательства у нас продолжаются. Ну, у полярных волков точно отправляются на скамейку штрафников. Это Веретельников, да, и Мареев. Это команды Амура, Слепцов и Анисимов. Сейчас мы узнаем, в каких составах будут играть команды. Это 4-4 или 5-5 все-таки. Да, похоже, игра продолжится в полных составах, да, 5-5. Дисциплинарные штрафы получили игроки команды Полярных Волков и Амура. И встреча будет продолжаться. Сбрасывание будет в средней зоне. Роман Ивенин и Петр Просов. Просол шайбу выигрывает. Смирнов. Вновь сам заходит. Решил все-таки бросить мимо ворот. Ошибка у своих ворот. Ой, И- какой момент, да. да, и гол. Это Артем Изотов. С дальней дистанции бросал. Ну вот к чему приводят неаккуратные действия, да, при обороне. Тут же гости наказали. Давайте смотреть, да, здесь передача на Изотова. Сразу он бросает. А 8-1. Серьезное преимущество продолжает. Это преимущество расти. Не могут. Юнин. Что здесь неточная передача. Акула поборется. Дробязко здесь его намного, конечно, выше. Савич ходит в зону. Каймонов. Дальше по борту. Федюнин на Дробязко.
Сергучев здесь будет вести с ним борьбу. Пытается шайбу отобрать. Хорошую передачу делает Дробязко. Вступает в игру Бугаев. Вячеслав Бугаев. Да, заменил он Евгения Слепченко по ходу встречи. Бабицын против Крюкова. Вбрасывание. Крюков выбрасывание выигрывает. По борту шайба отправляется. Осипов закрывает борт. Попытаться. Даже сейчас получится, может быть. Харлампиев. Тяжело здесь. Трое игроков Амура перед ним. Будет и подножки? Нет. Нет, здесь Крюков дальше. Передача на Ух, как нашел этой передачи. Чёткина, да, и обратно он возвращал. Крюков. Не точно. Бабицын. Дальше на Урванцев. Урванцев сумел здесь передачу на Харлампиева сделать. Здесь сразу 4. Андреев. Не смог выбросить шайбу. Здорово. Так, вот момент хороший. Урванцев Оставляет. оставлял на Нахипетяна. Не удалось здесь бросить. Последние секунды второго периода. Успеет бросить. Просол будет искать передачи. Бросок Павлюченко. Да, не смог Кирилл бросить. И завершился у нас второй период. Да, со счетом 8-1 впереди Амур. После хайлайта небольшого перерыва увидимся с вами в третьем периоде.
Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. 22 и 23 сентября в Якутске пройдет гражданский форум по теме «Современные реалии. Время действовать», посвященный столетию образования Якутской ССР и Году Матери в Республике. Кто примет участие в форуме и какие актуальные вопросы будут обсуждены, расскажет гостья студии Лена Ефремова, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Лена Павловна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, кто примет участие в форуме в этом году? Действительно, по традиции у нас ежегодно проходит итоговый форум. На этой площадке собираются представители власти, общества, бизнеса, некоммерческого сектора, науки и все заинтересованные стороны. В основном это касается широкого круга общественности для обсуждения тех вопросов, которые актуальны на сегодняшний день для нашего общества. Вы знаете, что в этом году у нас в республике объявлен Год Матери, поэтому форум посвящен Году Матери и столетию СССР, мероприятия которых обширно у нас в течение года отмечаются. Также и в форуме мы эту тематику посвящаем непосредственно этой юбилейной дате. И работа форума пройдет у нас по 5 дискуссионным площадкам, самым основным, ключевым, которые задают векторы развития нашего общества. Одна из этих площадок касается вопросов семьи. Мы ее так и назвали «Крепкая семья». Для того, чтобы определить те основные направления нашей деятельности непосредственно совместно с органами власти именно в сфере семьи и детства. Вообще в Российской Федерации основные, можно сказать, национальные идеи, как сказал наш президент Владимир Путин, является крепкая семья. Но она не только должна быть крепкой, она должна быть еще и многодетной, и, конечно же, она должна быть благополучной. Кроме того, у нас на площадке форума предусмотрены вопросы патриотического воспитания, что более актуально в свете последних событий, где примут участие представители патриотических клубов, патриотических объединений, молодежи и общественности. И в ходе патриотической этой дискуссии пройдет выработка непосредственно тех консолидированных решений, в том числе помощи ДНР, ЛНР. И у нас очень хорошо развито в этом направлении добровольческое движение. Якутия – одна из первых регионов, которая включилась именно по оказанию гуманитарной помощи. И мы ведем шефство. Например, Общественная палата Республики Саха-Якутия в этом году совместно с Общественной палатой России выступила с инициативой проведения акции, которая называется «Дети Якутии детям Донбасса». Это такая очень уникальная акция, мы считаем, потому что дети нашей Якутии выразили поддержку, изготовили из терхов якутских журавлей знаков мира и добра. Кроме того, одна из площадок будет посвящена вопросам экологии, продвижению современных технологий. Я думаю, что еще одна из очень интересных площадок также посвящена роли матери. Вот эта площадка предусматривает рассмотрение матери, именно современной матери. Насколько сейчас мать, какой образ матери мы представляем. Если сравнить это 20 век, 19 век, мама была одна, сейчас мама другая, мама более успешная, мама современная, мама деловая. И исходя из этих опросов, в том числе проведенного мониторинга, также будет выработан портрет матери на будущее. И, исходя из этого будет выработано направление деятельности по поддержке материнства. Вот. И еще одна из площадок, она будет посвящена общественному контролю. Но надо сказать, что Общественная палата в целом является субъектом общественного контроля. Это одно из направлений, основных, наверное, направлений деятельности Общественной палаты. Поэтому на этой площадке мы приглашаем представителей общественных советов на местах, это муниципальных районах, при органах исполнительной власти, общественных советов, которые создаются непосредственно, например, в городских округах и так далее. Потому что многое зависит от того, как каждый гражданин принимает участие в улучшении благополучия нашей жизни, его сопричастности в решении тех или иных задач. Ну и, конечно же, у нас запланирована, кроме того, проектная деятельность. Проектная деятельность – это обучение, написанию грантов, которые существуют у нас в стране, в регионе. И надо отметить, что в этом году на грант главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева также были объявлены грантовые направления именно в направлении материнства, отцовства и детства. Вот эти успешные практики также будут представлены на нашей площадке. А форум завершится проведением пленарной части, где будет принята итоговая резолюция всем, в том числе органам власти, общественности, муниципальным районам, общественной палате и так далее.
Но все-таки программа действительно очень обширная, очень много дискуссионных площадок. Но кто будет принимать участие в самом форуме? И, может быть, расскажете пару слов про спикеры, которые будут на этих площадках? Да, конечно. Вы знаете, так как Общественная палата – это, наверное, уникальная площадка, она является диалоговой площадкой, на которой можно собрать абсолютно представителей всех направлений, сфер деятельности нашего общества. Поэтому в зависимости от темы дискуссионной площадки мы пригласили ведущих экспертов, в том числе федеральных экспертов. Это представители Общественной палаты Российской Федерации, которые представляют различные направления. Например, комиссия по демографии, есть комиссия по развитию НКО, есть комиссия, которая занимается непосредственно развитием местных сообществ или ТОСов так называемых. Да? И кроме того, приглашен, например, один из спикеров, это руководитель Фонда защиты детей от жестокого обращения, так как мы понимаем, что в обществе существуют, кроме того, и проблемы, которые необходимо решать по отношению к детям. Не все родители, к сожалению, как говорится, ответственно относятся к своим обязанностям, поэтому мы будем рады выслушать наших ведущих экспертов в этом направлении, которые поделятся технологиями работы с семьями, с детьми, непосредственно с НКО. И кроме того, вот если касаемо вопросов экологии, также приглашены эксперты по направлению экологии. Тема форума в этом году продиктована годом матери в республике, да, и столетия Якутской ССР. И получается тематика предстоящего форума придерживаться вот этих вот главных тем. Давайте еще коротко расскажем, какие актуальные вопросы будут обсуждаться в рамках вот некоторых дискуссионных площадок. Вы знаете, я бы хотела здесь отметить следующее. Вы спросили, каким образом формируется вообще актуальная повестка проведения этих форумов. Она исходя из того посыла, например, который объявляет наш глава республики. Например, 2021 год был объявлен годом здоровья. Исходя из этого, в 2021 году мы провели форум, посвященный году здоровья. И он назывался «Здоровый якутянин. Здоровое общество». И основная цель, наверное, и задача наших форумов не просто собраться на этих площадках, поговорить, обменяться мнениями, где-то, возможно, выслушать и критическую сторону, да, некоторых наболевших вопросов. Но самое главное – это резолютивная часть, а самое главное, чтобы власть и общество шли параллельно для улучшения благополучия населения. И хочу в качестве примера привести вот последний наш форум, это год здоровья, когда мы проводили эту площадку. Мы проводили ее тоже по нескольким направлениям, в том числе это улучшение инфраструктуры, в котором живут наши дети, например, да, и проживают наши семьи в том числе. И есть непосредственно указ и постановление главы, на основании которого сейчас деятельность в этом направлении ведется в расширенном формате, и у нас объявлен план десятилетия детства. Если взять, здоровье. А если говорить еще о более раннем форуме, мы также проводили форум, посвященный уже непосредственно десятилетию детства. Назывался он «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов», в котором принимали представители не только нашего региона, но и представители Дальневосточного федерального округа и регионов нашей страны. Поэтому такие форумы, они полезны, они задают они, во-первых, определяют дефициты, которые существуют в обществе. Наверное, кроме того, дают некоторый сигнал органам власти, на куда необходимо обратить внимание, потому что власть и общество, власть должна слышать наше общество, что транслирует наше общество. А общество, в свою очередь, конечно же, имеет некоторые ожидания от органов власти. И вот в этом диалоге и рождаются, наверное, общие такие решения. И по итогам форума «За будущее России» следом буквально вышел указ Арсения Сергеевича Николаева, который называется «Мы будущее России», о патриотизме, об исполнении гимна, о поднятии флага. И мы считаем, что наш регион, Республика Саха-Якутия, был практически первым регионом, который выступил с данной инициативой и транслировал уже на нашу страну. Лена Павловна, давайте немного от темы форума пока что отойдем. Хочется спросить, что вот вы являетесь членом Общественной палаты Российской Федерации. Какие вопросы волнуют общество нашей страны на сегодняшний день? В первую очередь, самая актуальная тема на сегодняшний день – это патриотизм. И связан он прежде всего с теми событиями, которые происходят, вы знаете, где? На Украине, в ДНР, ЛНР. И
Здесь общество, наше гражданское общество не осталось в стороне. Основной формат работы Общественной палаты является проведение форумов. В том числе на уровне Общественной палаты России определяются регионы, в которых проводятся эти форумы. В этом году они прошли в Новосибирской области, в Приволжском федеральном округе. Предстоит проведение этого форума в Северо-Западном федеральном округе, где также обсуждаются вот эти актуальные вопросы. И на повестке, конечно же, стоит вопрос оказания помощи пострадавшим, ДНР, ЛНР, да. Кроме того, это вопросы исторической памяти и правды, потому что вы знаете, что вообще история, она сейчас несколько деформируется со стороны Запада, да, идут конкретные нападки на нашу страну. Кроме того, вопросы импортозамещения, например, тоже являются актуальными. И самое основное, так как мы сейчас находимся в некотором кризисе по демографической ситуации, это вопросы демографии. Поэтому основные вопросы – это поддержка многодетных семей, поддержка многодетности как основной, так скажем, выход из сложившейся ситуации на ближайшие перспективы. Поэтому вы видите, что в дальнейшем руководство страны принимает решения, например, о введении семейной ипотеки. И кроме того, сейчас очень активно продвигается Дальневосточный федеральный округ. И буквально этим летом у нас в Якутске прошла Дальневосточная демографическая конференция, в которой наше Министерство труда и социального развития приняло самое активное участие, как основной орган исполнительный в этом направлении. И наша общественность в этом тоже активно принимает участие. Вот. Ну и в конце нашей беседы коротко хотелось бы спросить, на ваш взгляд, какова роль гражданского общества в современной жизни? Роль гражданского общества в современной жизни велика. Мы можем прийти к решению, вообще к улучшению жизни и благополучия населения при условии включенности каждого из нас. Каждого жителя практически. Потому что в принятии решений, в принятии определенных векторов развития нашей страны определяет общество. И поэтому Общественная палата способствует этому. И вообще хочу сказать, что Общественная палата и Российской Федерации была создана по указу президента для того, чтобы этот диалог в некоторой степени организовать. Для того, чтобы мы шли как-то в одном направлении и при возникающих проблемах, при возникающих каких-то сложных ситуациях мы имели возможность обсуждать их на этой площадке. Лена Павловна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч в эфире. Телеканал Якутия-24 продолжает прямую трансляцию матча первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею с шайбой среди детей до 14 лет. Под сводами Ледового дворца у нас продолжается встреча между полярными волками, которые представляют город Якутск, и хоккеистами Амура, которые приехали из Хабаровска. Спортсмены уже на льду, и сейчас у нас будет возобновлена встреча. Напомню, по итогам двух минувших периодов со счетом 8-1 ведет команда из Хабаровска. Выбрасывание остается за якутянами. Кантагоров на выбрасывание выигрывает. Акулов. Завязка шайбы здесь подбирает. Здесь Савич тоже подключается к борьбе. Удалось за шайбу зацепиться Исхакову. Кантагоров. Ну и надо предлагать свою атаку. Вот Исхаков, может, что-то получится. Да, нет, не смог здесь он. Но шайба Кантагорова отскакивает. Бросок, да, мимо ворот. Во втором периоде, вы помните, да, как хабаровчане прижали, сколько времени держали своих соперников в своей зоне, прижали воротам. Вот эти бесконечные массированные атаки. Посмотрим, что предложат волки
третьей 20-минутке. Так, серия падений. И удаление будет за подножку. Как я понимаю, Сергей Смирнов Да, отправляется. Смирнов отправляется на 2 минуты. Большинство команды «Полярные волки». Две минуты якутяне будут играть в большинстве. Андреев, Сергучев у «Полярных волков» играют в защите сейчас. И Бабицын, Веретенников и опасный момент. И Максим Земсков в нападении. Сергучев. Прессингует здесь его Просол. Андреев. Передача на Бабицына. Бабицын входит в зону. Здесь Павлюченко, да, шайбу забирает и выбрасывает ее из зоны. Сергучев, снова шайба за воротами. Дальше передача на Земского. Будет удаление. Будет удаление, да. На скамейку оштрафованных отправится Василий Сергучев за задержку. Получается, уравняли составы. Да, ровно минуту в большинстве играла команда «Полярные волки». На выбрасывание. Крюков и Харлампиев. Да. Крюков выигрывает выбрасывание. Ну, тут надо шайбу накрывать, что, собственно, делает Бугаев. Я напомню, что в этой возрастной группе, кроме команды «Полярные волки» города Курск, также представлены Чита из города Читы, Союз из города Свободный, Сахалин из города Южный Сахалинск и Амур 2009 из города Хабаровск. Проброс, сбрасывание будет вновь. В зоне якутян. Крюков и Осипов набрасывает. Крюков сбрасывание выигрывает. Попытка бросить. И сейчас можно выбежать в контратаку. Здесь тяжело, да, Осипову было. Харлампиев назад. Дальше передача не точная. Нет, точная на Осипова. Осипов выходит 1 на 1. Бросает. В игру вступает Тимофей Пионков. Да, здорово в этом эпизоде сыграл страж ворот хабаровской команды. И ответ гостей. Захлебнулась атака. Так, здесь как-то не разбериха. Нет. Павлов с шайбой. Дальше передача. Осипов. Пытался Харлампиев здесь передачи найти. Амур играет в полном составе. Да, сейчас у них уже будет 40 секунд на реализацию большинства. Передача в центр. Бросок. Слепцов атаковал ворота. Вновь наброс, но кисть Амура попал в игрока. Точнее, Максима Харлампиева. Харлампиев, да, здесь вновь отборолся очень хорошо. Скорости не хватает. Изотов шайбой. Передача на Бутарова. Дальше. Ну, сегодня никак выбросить шайбу не получается. Слепцов.
Игра при равных составах. Ну, Слепцов шайбой. Опасный момент, бросок. Просол атаковал ворота. Иосипов тащит шайбу в зону Степана Амурова. Жесткий силовой прием. Звучит свисток. Это, да, Петр Просол очень жестко здесь сыграл против Матвея Осипова. И Петр Просол идет, да, отбывать двухминутное наказание. Ну и в большинстве команда «Полярные волки» сбрасывает в зону клуба «Амур». Бросание в зоне гостей. Ну и сейчас на скорости. Анисимов. Да, просто выбрасывает шайбу к воротам полярных волков. Закрывают хабаровчане борт. Но здесь Кантагоров хорошо сыграл. Аман. Сам, да, решил бросить. Веретельников. Ах, не удалось сделать передачу. Бугаев опасно. Но сам исправил, да, здесь свою ошибку. Макар Анисимов подкорулил здесь отскок. Пять минут 16 секунд сыграно в третьем периоде. Счет 1-8 по-прежнему в пользу команды Хабаровского Амура. Павлюченко. Еще 1 минуту и 23 секунды. Смирнов, Павлюченко сбрасывает игры. Сразу следует бросок от Смирнова. Смирнов заходит в зону, пробрасывает шайбу себе на ход. Земсков на Харлампиева. Харлампиев дальше передача на Осипова. Осипов поборолся здесь, молодец, да, но не удалось завладеть шайбой. И Хабаровский Амур дальше идет в свою атаку. Бросок. Изотов в ворота не попадает. Смирнов закрыл шайбу, да, здесь закрывает зону, бросает. Бугаев в порядке. Земсков. Контратака у команды «Полярные волки». Осипов. Да, здесь не было адресата. Смена была по ходу встречи у команды «Полярные волки». Осипов. Земсков. Нет, Осипов, конечно же. Петян дальше на защитника. Дальше Мыреев. До броска дело не дошло, и сейчас уже шли в контратаку свою хабаровчане. Она продолжается. Веретельников на Кичуркина пытался сыграть. Здесь вторым темпом Хабаровский Амур атакует. Тимофей Осипов. Да, такой наброс на ворота. Павлюченко бросает. На месте Бугаев. Земсков. Не удалось тут на Хапетитяна сделать передачу. Но перед воротами шайба, есть бросок. Опасный момент, да. Кичуткин атаковал ворота. Много-много борьбы. Шайбой. Не зацепился Крюков. Оставит, да, оставляет шайбу партнеру. Бросок. Бугаев на месте. Еще момент и гол. Михаил Кичуткин увеличивает разрыв в счете. Сколько было, да, попыток? И все-таки
Забрасывают очередную шайбу гости. Вот раз момент у Михаила Бестрюка передачу на проходе. Девятая по счету шайба Амура. 9-я минута встречи третьего периода. Амур вновь в атаке. Здесь шайба, да, застревает Внутри у свитера, Артема, кажется. Развожаева, да. Развожаев, дальше передача неточная. Акулов. Бросок. Роман Ивенин атаковал ворота. Павлюченко. Бросать будет. Нет, не Нет. получился. Бросок не получился у него. Гутаров. Дальше передача. Внимательно здесь Ивенин. Смирнов бросает. Павлюченко. Дальше Шмидт. Передача направо. Здесь никого нету. Поборется здесь Веретенников. Да, навязывает борьбу Да. и успешно. Молодец, Леонид. Наверное, бросить надо. Бросок и гол. Да, все сам сделал. Веретенников. Леонид Веретенников забивает вторую шайбу для Полярных Волков в этом матче. Да, все сделал сам, отборолся, пошел дальше, сместился в центр и бросил. Бросок получился. 2-9. 2-9. У нас 10-я минута третьего периода. Так, тут перехват. Смотрим. Передача есть. И бросок. И гол. Михаил Савич увеличит преимущество Хабаровского Амура. Зубр. Свой счет записывает 95-й номер Амура. Ну, сразу ответили гости. Как все было здорово разыграно. Здесь у Анисина, по идее, передача да, не получилась точно. Состоит раскол Вячеслава Бугаева. — 10 шайб забросили гости. Ну вот. Исхаков снова. теряет шайбу в центре. Савич. И выбрасывается шайба. Пионков оставляет игровой снаряд своему сокоманднику. Матвей Осипов шайбой за воротами. Изотов делает передачу. На Просова. Да. Сейчас будет диагональ дальше. Здесь Анисимов. Передача прострельная была, но здесь внимательно сыграл Георгий Каймонов. За воротами шайба. Исхаков, да, выбрасывает шайбу из зоны. Чуть-чуть здесь опять из-за Веретенника за ним не зацепился. В атаке Полярные Волки. Исхаков разворачивается. Передача на защитника. И передача вперед не проходит. Бросил шайбой за воротами. Вылезал сейчас на пятачок. Павлюченко.
Здесь отворот опасный был отскок. И Веретельников вновь идет вперед. Помочь здесь ему надо. Сергучев, да, не успевает закрыть зону. Павлюченко. Кантагоров шайбой. Кантагоров будет разгонять атаку своей команды. Нет, Не передача. Да, Смирнов здесь внимательно сыграл. Входит в зону. И сам бросает мимо ворот. Вновь Смирнов шайбу получает за воротами уже. Сергучев тут и Павлов против него были. Передача назад. Защитнику. Вновь наброс на ворота. Здесь один был Смирнов. И внимательно сыграл Вячеслав Бугаев. Борьба за шайбу. Тимур Павлов. Передача дальше. Харлампиев. Ах, не удалось здесь Захару Урланцеву шайбу принять. Хабаровский Амур вновь в атаке. Бросок. Добивание. Еще добивание. И Вячеслав Бугаев фиксирует шайбу. Да, достаточная работа сегодня у Бугаева. Потеря возможности сыграть ворота после команды. Команда выручает. Сбрасывание в зоне якутян. Земсков сбрасывание выигрывает. Осипов. Дальше. Через Харлампиева отыгрался. Идет дальше Осипов. И Ход 1 на 1. Земсков выходит 1 на 1. И здесь, Последний момент. да, Тимофей Осипов шайбу выбивает. Харлампиев. Бросок выше ворот. Осипов. Зону здесь закрыть не удалось. Контратаку команды Хабаровского Амура. Крюков бросает и отлично сыграл Вячеслав Бугаев. Очень уверенно сыграл Вячеслав. Смена проходит в составах. Бросание. Просол просто не выигрывает. Бросок защитника Амура. Просол совсем один. На пятачке Бугаев. Вводит шайбу в ловушку. И вновь Просол сброс не выигрывает. Опасный был наброс на ворота. Кто-то Просол бросает. Бугаев. И Просол борется за шайбу. Передача есть, но адресат не оказалось. Татков тут делал передачу на Шмидта. Не удалось здесь убежать. Хабаровский Амур вновь в атаке. Бросок. Семена Бутарова мимо ворот. Минут 23 секунды команды отыграли. Завтра же состоится повторная встреча между этими командами в 10 утра. Да, в 10 утра начинается по якутскому времени, начнем трансляцию. Приглашаем всех любителей спорта и хоккея. Завтра в программе у нас транслировать будем одну игру, то есть повторную встречу этих команд. И вбрасывание, очередное вбрасывание в зоне полярных волков. Ставич выигрывает это вбрасывание.
Неточная передача, но и тут мог выбегать. Да, Артем Акулов. Акулов, но не получилось. Атака хабаровчан. Анисимов за ворота на Савича. Передача в центр. Здесь все Кантагоров контролировал. Акулов. Может самому попробовать убежать. Здесь в борьбе Акулов падает. Продолжается Кантагоров. атака. Акулов, бросок. На месте Пионков. Есть Каймонов бросок. бросает. Опасный был бросок Георгия Каймонова. Пионков на месте. Смена у команд. Выбрасывание. Смирнов. Сергученко. Сергучев без зону закрывает. Веретельников. Падает. Да, не будет удаления в этом моменте. И хоккеисты Амура вновь заходят в зону. Бросок Павлюченко выше ворот. Сергучев. Дальше передача на Урванцева. Принцип разворачивается. Сергучев на Веретельникова. Веретельников назад отыгрывает и сейчас левым флангом попробует атаковать якутяне. Да, Андреев здесь находит передачу Урванцева. Обратно Андрееву. Сергучев. Веретельников. Ох, какая сходу Доходит. передача хорошая. Урванцев, но здесь жестко играет против него игрок Амура. 2 в 1 выходят хабаровчане. Опасный момент. Павлюченко, да, не смог замкнуть здесь передачу. Не смог здесь Веретельников за шайбу зацепиться, но Сергучев пришел на помощь. Несколько столкновений, и хоккеисты Амура вновь в атаке. Смирнов и вне игры. Да, положение игры фиксируется, и 16 минут 47 секунд команда отыграли в третьем периоде. 10-2. Плюс 8 у Амура. Выбрасывание в средней зоне. Крюков и Демсков. Демсков выбрасывание выигрывает. Не получилось выйти в свою атаку. Здесь Мареев жестко сыграл против Остроголового. Бросок, опасный момент, добивание. Не попадает Александр Остроголовый в сур ворот. Ну и хоккеисты Полярных Полков контратакуют. Осипов убрал здесь уже на руках игрока Амура, но дальше пройти не удалось. Не удается выйти в своей зоны. И опасная, да, опасная передача была на Кичуткина. Так, ну тут шайба все-таки зафиксирована или нет? Да, Вячеслав Бугаев фиксирует. 17:50 сыграно в третьем периоде. 2-10. Счет по-прежнему в пользу Хабаровского Амура. Ударов и единое набрасывание. Здорово обыграл. Слепцов, Ох, да. еще одного Еще убрал. одного И убрал, смотрите, да, и забил. какой гол. Да. Очень зрелищное взятие ворот. Так, смотрим, Слепцов здесь играл одного.
второго. И бросил в ближний угол. Каймонов выбросил шайбу по борту, и хоккеист Амура сейчас будет. Ох, здесь столкновение с Изотовым было. Данил Скаков. Не удалось здесь шайбой распорядиться. Передача назад. Бросает Павличенко. Бугаев на месте. Павличенко выбрасывает шайбу в зону. За ворота. Не попадает здесь по шайбе Каймонов. Вновь Слепцов заражал воротам. Последняя минута у нас стартовала. Да, Исхаков спокойно выбрасывает шайбу из зоны своей. И проброс. Бросание в зоне Якутия будет. Так. Кандагоров. Савич. Савич бросание выигрывает. До броска дело не доходит, но продолжается атака Амура. Удалось сохранить шайбу в этом эпизоде. Анисимов опасно бросает. Мимо. Кантагоров дальше по борту. Выбрасывает шайбу из своей зоны. Судья не фиксирует проброс. Удастся Полярным Волкам последнюю атаку? Успеют они? Нет. Сергучев по борту. Хоккеисты Амура, да, уже просто выбрасывает шайбу в зону Полярных Волков. Матч окончен. Да, более чем убедительная победа хоккеистов из Хабаровского. Хабаровск 2-11. Такой итог данной встречи, дорогие друзья. Ну а мы по традиции сейчас предлагаем вашему вниманию подборку, нарезку результативных, приличных действий, эпизодов данной встречи. И на этом мы с вами прощаемся. Прощаемся до завтра. Завтра в 10:00 по якутскому времени мы начинаем трансляцию встречи, в рамках которой эти же хоккеисты, эти же команды сойдутся, вновь скрестят клюшки на льду дворца Лей Поттер. Ну что ж, друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. Всего доброго.
На обход, давайте. Но мы начнем оттуда. Знакомьтесь, Генрий Александрович Арутюнян родился в Армении, вырос на Алтае. Сегодня он работает заведующим хирургическим отделением Нюрбинской ЦРБ. В 2008 году, окончив Алтайский государственный медицинский университет, он отучился в интернатуре и ординатуре по специальности хирургия. После окончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию в Красноярском государственном медицинском университете. Уже в классе, наверное, в 7-8 уже мечтал стать хирургом, так как у нас тетя моя работает в медицине, и дедушка, и бабушка хотели видеть меня врачом. Ну и я работал над этим, учился довольно очень хорошо. Я закончил школу практически с отличием, всего лишь у меня было 2 четверки. Вот. А дальше я поступил в медуниверситет самостоятельно. Меня, как говорил мой отец, говорит, я даже ни разу не открывал двери медуниверситета. Да. Закончил я с успехом медуниверситет. Сразу меня видели, мой заведующий в будущем Лубянский Владимир Григорьевич, он главный панкреатолог Алтайского края. И я записался в субординатуру по хирургии, изначально знал, что буду хирургом. Вот. Пришел к нему, я говорю, хочу стать хирургом. Он мне говорит, а ты не боишься крови? Я говорю, нет, крови я не боюсь, говорю. Я говорю, хочу стать хирургом. Примите меня. Если, говорит, ты так желаешь, приходи на кафедру, посмотрим. Я пришел на кафедру госпитальной хирургии.